Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие зрители, я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. Что вас ждет и что в жизни поменяется за 48 часов. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, и пусть песочек нам все покажет и все расскажет. Прежде чем я начну, всех вас, мои дорогие, любимые, хочу сердечно поблагодарить за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне оказываете. Земной вам поклон. Итак, мои хорошие, давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какой у вас тут зверинец, хочется сказать. Собака бежит за лисой. Друг, подруга, может быть, кто-то из родственников, с кем вы особо дружны, будет от вас какого-то хитрого человека отваживать. Вот как защитит вас, либо предупредит, либо вступится, да, вот за вас вступится. Собачка, причем такая крупная собачка, лису прогонит. Тут от лисы ровно половинка, какая-то скукоженная лиса, видно, очень напугана. Очень ярко кто-то проявит себя. Друг, подруга, кто-то из близких, родных, родственников, с кем вы особо дружны. Человек прямо от вас, можно сказать, беду отгонит, да, либо плохого человека отвадит. Буква К. Видите, вот вышла. Кого зовут на букву К? Мужчина и женщина. К вам обращаюсь. Для вас ближайшие 48 часов это как шанс на прорыв, на успех, на даже какое-то крутое завершение того, что очень долго тянулось. Вот есть такое состояние, когда у вас все получается, да, вот все получается. Вот за что не возьмусь, все получается. Вот кого зовут на букву К, у вас именно это состояние идет. И именно 48 часов продлится. Вы можете все успеть. Вот все, что вам там мешало, болело, надоедало, то, что казалось неразрешимым, вот за все берите, все у вас получится. Очень шикарное время. Дальше здесь бумеранг показан. Бумеранг, причем он очень острый. Бумеранг летит и в какого-то человека прям метит. Человек, который спиной повернулся. Но здесь как кара, возмездие, воздаяние. Бумеранг с вашей стороны летит. Человек спиной. Знаете, вот ваш недоброжелатель, либо тот, кто сделал вам плохо, в очень таком расслабленном состоянии будет, да, вот не ждет, не верит, не думает, что вы способны, либо что вот придет наказание по поводу вас. Но именно бумеранг в ближайшие 48 часов ударит. И бумеранг этот непростой, он очень острый. Знаете, вот как не деревяшка, а как лезвие. Вот прям плохо будет вашим недоброжелателям, но, видно, заслужили. Дальше в чистой воде, смотрите, рыба плещется. Ну, вода – это разговоры, вода – это хорошее расположение духа, хорошее состояние души. Вода, в ней рыба плещется, прям как выскакивает из воды. Тут либо вам кого-то удастся убедить, что вам деньги нужны, либо повышение зарплаты, либо, в принципе, финансовая помощь, либо вы с кем-то будете говорить о том, что к вам деньги пришли, что прибыль пришла, что вам зарплату повысили. Ну, понятно, что вы разные, у каждого будет по-своему. Ну, про деньги будете говорить. Но про деньги не в будущем, не в прошлом, а именно в настоящем. Вот они деньги, да, вот я их получила. Я сделала то-то и то-то, либо мне дали, либо меня там позвали и меня наградили. Деньги у меня есть. И говорить вы будете, рассказывать, объяснять. Ну, либо кому-то вот пойдете к начальнику и скажете: мне деньги нужны, повысьте мне зарплату. И начальник скажет: ну хорошо, если надо, так надо, да, либо я уже и сам хотел, сама хотела. Как-то вот
Вода спокойная, и рыба прям вылетает из этой воды. Очень хороший знак. Дальше, мои хорошие, показан веер, который вы вот прям так оп и захлопнете. Веер — это обычно ложь, это обман. Обмахиваться веером, обманывать, да, либо вас кто-то обманывает. Но вы вот в данном случае как будто бы вот так силой схлопываете этот веер. Не позволите, чтобы вас обманули, либо не позволите, чтобы кого-то обманули, либо в принципе разгадаете обман, вот поймете, что обманывают. И знаете, прям это произведет впечатление не только на того, кого вы раскусите, но и на тех людей, кто будет рядом. Вам очень многие будут благодарны, вот будут восхищаться от чистого сердца, вот как вы это все почувствовали, раскусили, как не позволили обману произойти. Такой сильный прям знак. Сильный, и очень много положительных эмоций идет. Песочные часики на вашей стороне. Времени. Вам хватит времени на то, что вы затеяли, задумали, либо то, чем хотите заняться. Время на вашей стороне. И времени предостаточно. Отсчет времени только лишь вот запускается. Не переживайте, вы все успеете, либо вы все сможете в сроки уложить, чего бы это ни касалось. С левой стороны показывают человека, который вам, ну, как поцелуй, что ли, отправляет. С вами явно кто-то захочет познакомиться. Знаете, вот это навязчивое знакомство. Вы где-то находитесь, и человек себя навязывает, давайте познакомимся. Либо человек там просто на улице, вы идете, да, подходит девушка, давайте познакомимся. Такое, знаете, с одной стороны забавно, да, а с другой стороны, ну, не очень это, да, хорошо, потому что, может, вы заняты, может быть, вы о своем думаете, может быть, вы замужем, да, парень у вас есть, либо жених, и вот к вам цепляться. Кстати, тот, кто будет к вам цепляться, вполне себе прилично выглядит и вести себя будет достаточно, ну, не могу сказать, что приятно, скорее как культурно, да, вот, вроде как и отказать бы послать, а с другой стороны человек прям так галантненько к вам относится. Вот еще отыграется, что этот человек, я не знаю, вас там будет провожать, либо даже с сумкой вам поможет. Ну вот как-то хочу знакомиться, да, познакомимся, давай. Но явно тут интерес именно понравилось, очень понравилась девушка, очень понравилась женщина. Еще с левой стороны показана преграда. Но эта преграда, она рукотворная. Кто-то создал эту преграду. Какой-то человек отгородился, либо там дверь закрыл, допустим, да, преграда, не могу войти, потому что дверь на замок закрыта. Человек, который может передумать, либо человек через какое-то время передумает. Ну, допустим, вы куда-то приходите, дверь закрыта, а вам надо, и вы там постучали, говорите, мне очень надо, а вам говорят, ну хорошо, придите там через 5-10 минут. Допустим, перерыв, да, там люди кушают, мы покушаем, мы вам откроем, быстро сделаем. Как-то так идет. В общем, не бойтесь, если где-то что-то закрыто, вы просто попытаетесь договориться, достучаться, и эта преграда, она временного характера. Да, так что сильно не переживайте. Еще с левой стороны две женщины будут говорить. Две женщины, причем будут говорить то ли о вас, то ли они будут говорить о ком-то с вами связанном. И на удивление эти женщины будут говорить что-то хорошее. Вы то ли случайно увидите, услышите, ну то ли станете, ну вот как случайным свидетелем, да. Вы услышите, может быть, там свое имя, либо имя вашего близкого, и вам прям захочется высказаться, а потом услышите, что говорят хорошее. Вы так улыбнетесь, скажете, ну ладно, ну дева, пусть говорят, да, это же не плохое, это хорошее. Вообще вам будет приятно, что эти люди думают хорошо о вас, либо о ваших близких и говорят хорошее. Как-то неожиданно приятно будет. Может быть, даже у вас с этими женщинами нет особого контакта, либо они у вас там не очень приближенные, но тем не менее, прям улыбнетесь тому, что они говорят. Говорят они хорошее. Так, у кого были мигрени, какие-то головные боли? Тут либо в прямом смысле слова долго была мигрень, прям не отпускала, вы измучились. Либо какая-то ситуация, как страшная головная боль.
Потихонечку вы из этого состояния выходите. Вот прям чувствуете, что легче, 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 да? А дальше вообще боль уйдет. Может быть, какие-то медикаменты принимаете, а может быть, что-то делаете для того, чтобы решить свою проблему. Тут нет такого резкого, что вот чудо-таблетку выпил и все, и вылечился. Либо что-то вот предпринял, и проблема раз и схлопнулась. Нет, здесь какой-то постепенный выход. Постепенный, но именно выход, да, заканчивается, боль отступает. Дальше здесь муж и жена вместе что-то будут делать. Что-то серьезное, важное, либо достаточно продолжительное вы делаете вместе. Вместе этим занимаетесь. И знаете, у вас вот прям получается. Получается между вами маленький чайник. В процессе, по ходу событий между вами даже отношения улучшаются. Может быть, вы до этого ссорились, либо какое-то недопонимание между вами было. А общим делом займетесь, из вас слаженная команда получится, прям поймете, что да, ничего, неплохо. И не ругаемся, и спокойненько дело делаем, да, и продвигаемся. Прям как другими глазами друг на друга посмотрите. И вот тепло, между вами тепло идет, да, потому что чайничек такой маленький показали. Это хорошее состояние. Если в семье какие-то конфликты были, это все сглаживается. Тут сглаживается и уходит. Так, еще показываю человека, который по поводу вас то ли договаривается, то ли... Ну да, больше похоже, что договаривается. Для вас, либо о вас кто-то договорится. Причем договорится с кем-то очень важным, либо по важному делу договорятся. Это будет приятное сообщение, приятная новость. Будете человеку очень благодарны. Прям хорошее для вас дело. Здесь вообще шишка. Шишка — это как начало нового. За эту шишку договорятся, чтобы эту шишку вам в руки дать, чтобы вы что-то новое начали, либо новым занимались. Это может и работы касаться, и, я не знаю, медицины, и каких-то дел важных, задач важных. Кто-то договорится. Тот, кто обещал, либо тот, кто не обещал, это уже не важно. Важно, что за вас договорятся. Дальше показывают ракушку. В ней 2 жемчужины. Но ракушка очень плотно так закрыта, да? Жемчуг — это вообще исполнение. Исполнение мечты, исполнение желаний, либо обретение чего-то очень желанного, ценного для вас. Чтобы это случилось, чтобы желание исполнилось, либо чтобы вы обрели то, что хотите, придется постараться. Причем постараться очень сильно, да, потому что здесь ракушка, она прям вот так вот зажала этот жемчуг. И там разные способы нужно будет применять для того, чтобы ее вскрывать. Но у вас получится, потому что с правой стороны. Кого зовут на букву Ю? Мужчины и женщины. Будьте осторожны, особенно вот лестницы, да, лестницы спускаться, подниматься, неровные покрытия дороги, там всякие эти перепады, бордюры, подъемы. Будьте поосторожнее. Просто будьте повнимательнее, смотрите себе под ноги. Кого зовут на букву Н? Мужчины и женщины. У вас праздник. Не могу понять, с чем это связано, но какое-то прям праздничное состояние, праздничное настроение. Либо у вас действительно в семье, в доме будет праздник, либо вас позовут на праздник. Прям приятно, это очень приятно. Дальше. Вот здесь вы что-то будете получать, либо приобретать. Как-то 1 + 1 у вас идет. Либо 1 вы приобретаете, а 2 в подарок. Либо вы рассчитывали на что-то, вот, что кратно единице, но при этом получите 2. Это неожиданно, но приятно. Это хорошо для вас. Прям довольны очень будете. А вот здесь летит большая птица и как будто бы еще маленьких несет, в лапках несет. Может быть, какие-то проблемы на почте, с почтой, либо почтальон придет и принесет вам какие-то важные письма, посылки. Да много всего принесет. Тоже как-то, знаете, странненько все это выглядит, но с другой стороны, вот как хочется сказать, что вы дождались, да, наконец-таки вы получите то, что вы ждали. Может, какая-то доставка приедет, либо все вместе приедет, и вы такая: ого, вот это я получила. Вот тут вы с кем-то обниматься будете, обниматься, целоваться, друг другу будете очень рады. Ну, у кого-то свидание романтическое, да, причем на ура, раз вы обнимаетесь и целуетесь. А у кого-то встреча, например, там, с родным, близким человеком, с кем давно не виделись, с кем вам очень приятно будет увидеться,
с левой стороны. Может быть, вас уже пригласили на свидание, и вы такая, ну, типа, чего там ждать? Это первое свидание, но при этом будете обниматься и целоваться. Либо вас еще успеют пригласить на свидание, вы еще успеете сходить на свидание, да, и свидание вот такое очень романтическое. Ну, у кого-то отыграется действительно случайно, вот где-то встретитесь в городе, например, с человеком, кого давно не видели, и кого очень приятно вам будет увидеть. Прям обнимаетесь, целуетесь. Какие-то люди машут вам рукой, как будто бы вас куда-то зовут, привлекают ваше внимание. Но эти люди, они не очень хорошие с левой стороны. И вас как будто бы к этим людям не пускают. Вот какие-то дела вас отвлекают, какие-то задачи отвлекают. То есть вроде вы им такая, ну да, сейчас я подойду, сейчас я приду, но вы не подойдете, потому что вас что-то будет отвлекать. Вот как будто бы сами ангелы вас отвлекают, чтобы вы с этими людьми время не проводили, либо не общались. Здесь как несколько человек, но не подпустят вас, к ним просто банально не подпустят. Какой-то пряник еще показывают. Пряник, который вам дают, как угощают вас пряником. Но это хороший знак. Пряник хороший. На работе может премию означать. Также пряником могут показать и чаевые хорошие. И просто вот помощь от родственников. Но вот вижу, что пряником вас угощают. Пряник достаточно крупный. Такой вот прям вкусный, аппетитный пряник. А вот здесь показывают человека, который руками вот распугивает этих летучих мышей. Может быть, вы за что-то очень переживали, либо боялись. А этот человек придет и все страхи уберет, да, распугает этих мышей, и вы поймете, что бояться нечего. Человек будет настолько убедительным, вот прям поверите, да, что бояться нечего. Прям легче себя почувствуете после общения с этим человеком. Еще вы как-то доверяете этому человеку. Дальше початок кукурузы, но он еще не дозрел. Вот. Обычно початком кукурузы показывают очень хорошие события, связанные с деньгами, с материальной прибылью, с доходами. Он у вас есть, но он еще не зрелый. То есть вас предупреждают, не сорви раньше времени. Вам захочется, скорее всего, его сорвать, но лучше этого не делать. Дайте ему возможность дозреть, налиться, и тогда уже целый такой полноценный початок кукурузы будет у вас в руках. У мужчины и для женщин очень хорошие новости. Мужчина женщине их сообщит. Сообщит он как-то то ли в переписке, то ли по телефону. Но не лично. Не лично. Но вам этого будет достаточно. У вас прям глаза загорятся, когда вы это услышите. Именно хорошие новости. Ну, может быть, потом вы увидитесь, он еще раз вам это повторит. Но у вас как будто бы день вот идет с хорошим настроением, потому что этот мужчина вам эти новости сообщил. О чем эти новости, я не скажу, вы все слишком разные, но это что-то хорошее, потому что здесь как лодка с парусом. Хорошая, добрая, положительная. Дальше змея становится короче. Змея, но это кто-то неприятный. Короче, это значит меньше возможностей на вас влиять, либо меньше возможностей вам вредить, меньше возможностей на вас нападать. Змея становится короче. Либо вы все правильно делаете, и недоброжелателям трудно что-то вам причинить негативное, потому что защита ваша работает. Дальше показано, что овечка с волком местами поменяются. И кажется, что овечка гораздо сильнее, чем волк. То есть буквально от овечки волк будет плакать. Может быть, вы себя вели очень скромно, да? Ну вот как овечка. Ну, извините за сравнение, как бы это фигуры на песке. Но овечками обычно показывают очень добрых, спокойных, уравновешенных людей, не способных на какой-то зло, негатив, либо на агрессию. Ну а волк, вы понимаете, это хищник, да, который кушает этих овечек. Он на них охотится, да, и он их кушает. А тут как местами меняются, и волк плачет из-за овечки. То есть овечка окажется с зубами, овечка сможет дать сдачу, овечка сможет за себя постоять, так что и волку будет плохо. То есть, возможно, вас кто-то недооценил, может быть, на вас повесили этот ярлык, что вы овечка, а окажется, что ну никакая вы не овечка. Или так укусите, что этот волк аж взвоет, будет бежать и оглядываться по поводу вас. Угу. Вот волк удивится, ой, как удивится. Вы не жертва. Вы теперь охотник.
Ну, либо человек, который полностью за себя может постоять. Пусть волки вас боятся. Вот здесь у меня люди соберутся. Соберутся по какому-то поводу. Повод очень важный. Не все смогут попасть. Но вы там как центровой главный человек мне идете. Может быть, по поводу вас соберутся. Да? Может быть, вы позовете гостей. Все захотят в ваш дом. Но вы не всех сможете пригласить. Либо не захотите всех приглашать. Но здесь какое-то единство. Единство людей в едином порыве, в единой мысли, в едином потоке. Очень милое сообщество. Здесь никого лишнего нет, здесь всем хорошо. Может быть, семья соберется, может быть, друзья соберутся. Очень классно проведете время. И вы здесь как главная скрипка, да, в оркестре главная скрипка. Внимание по большей части сосредоточено именно на вас. Может быть, у вас день рождения будет, а может быть, у вас какой-то повод, да, и по этому поводу соберутся самые близкие. Еще другие захотят попасть, но не смогут. Это ограниченное количество людей, вот как самые близкие, самые избранные. Очень хорошо проведете время. Душевность, мне идет душевность, гармония. Еще, мои хорошие, хочу вас предупредить по поводу тех возможностей, которые буквально вот с неба сыпятся. Они не только для вас сыпятся, они сыпятся для всех людей. Но не все люди способны видеть эти возможности. И очень часто так бывает, что люди боятся, да, а вдруг у меня не получится. Я не буду пробовать, потому что у меня не получится. Если вот что-то вам прям само в руки идет, поверьте, небеса мудрые, они знают, что делают. Надо игнорировать, что бы это ни было, если оно само в руки летит, берите и пробуйте. У вас точно получится. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.